Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашу соперницу. А тема будет такая: долетит ли бумеранг до вашей соперницы? Пожалуйста, мои хорошие, понимаю, что тема непростая и очень эмоционально тяжелая. Настройтесь, кто готов, кто не боится узнать правду, настраивайтесь. Представьте эту женщину, назовите по имени, если знаете. Если не знаете, назовите ее тем словом, каким вы ее обычно называете. Главное, чтобы вы ее визуально представляли. Если вы не знаете, кто ваша соперница, это не ваша отсыпка, не смотрите. Мы смотрим на конкретного человека. Вот. Задайте свой вопрос и давайте будем смотреть. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох-охо. Слушайте, мои хорошие, а вы кто? Вот у меня встречный вопрос, да, вы зашли на мою отсыпку, загадали. Вот я хочу узнать, вы кто? Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы кто? Я вот вижу, что вы человечек непростой. У вас такая энергетика, просто бешеная. Вы знаете, ой, с вами ругаться нельзя. Нет. Вообще нельзя ругать. Вот строгать нельзя. Вы понимаете, вас, вот если встретил, да, на улице, надо, знаете, как поклониться, сказать: госпожа, пожалуйста, проходите, там, улыбнуться, типа, я никто, да, звать меня никак, к вашим услугам и прочее, прочее. Девчонки, такая энергетика мощная. Но вот проблема, вы ей пользоваться как-то не умеете, либо не получается, как будто бы вы себя еще не раскрыли. Какая-то идет неуверенность в себе сильнейшая, да, вот как сама себе не верю. Сама себе не верю. Смотрите, сколько у вас тут русалок вышло. 1, 2, 3, 4. 4 штуки. Ой, что-то вы шансы свои по жизни пропускаете, девочки. Что происходит? Такая сила, такая мощь. Вы как Грааль, понимаете? Грааль, который просто уже переполненный. Эта энергия, она бушует внутри вас. Знаете, вам нужно выпускать энергию. Я вот хочу вам посоветовать прям, да, вам и легче будет. И, во-вторых, вы будете лучше справляться с тем, что имеете. Смотрите, мощная энергия заключена внутри вас. Когда вы нервничаете, когда вы переживаете, эта энергия начинает ускоряться, запускаются процессы, там что-то похожее на кипение. И дальше как взрыв происходит. Но это происходит внутри. То есть ваша сильная энергия, которая должна вам помогать, спасать, реализовывать вас, давать вам возможности, исполнять ваши мечты, здоровье ваше укреплять, она наоборот вас изнутри выжигает. Вы настолько какой-то сдержанный человек, вот просто все в себе, все в себе. Ну что я могу? Пошла, порыдала, поплакала, все. Да, в истерике побилась и дальше будет. Вам нужно вашу энергетику выплескивать наружу, туда, куда-нибудь, да, посылать ее на нехороших, недостойных людей. Боже, да вы же одним глазом просто можете пригвоздить эту соперницу, да, любого человека, да, просто к стене. Серьезно вам говорю, с такой-то энергетикой. У вас в роду были сильнейшие люди, сильнейшие воины, целители, маги, церковнослужители, лекари, да, вот люди, которые столько энергии накопили. И знаете, вот все в вас пошло. Вы либо старшая, либо самая младшая идете. Вот все в вас пошло. А вот пользоваться не научили. Вот кто-то у меня в определенном уже возрасте, да, жизнь
Как говорится, девочка прожила, девочка, женщина, не обижайтесь, да, многие почему-то обижаются, хотя мы все девочки, боже, ну все, да, жизнь вроде как прожили, и жизнь тяжелую, очень тяжелую, все на своем горбу, все на своем горбу, и жизнь прям била, кусала, люди били, кусали, а не смогла раскрыться, не смогла реализовать свою энергетику. Вы ж не зря попали на мою отсыпку, вы должны получить от меня подсказку. Слушайте меня внимательно. Вот вам подсказка. Не бойтесь показывать свои чувства и эмоции. Вот вам первое задание. Говорите людям ровно то, что вы о них думаете и что вы к ним чувствуете. Эмоционально говорите. Вот как чувствуете, вот как порыв идет, так и делайте. Обязательно, мои хорошие, делайте. Займитесь спортом, активным спортом. Это бег. Это бокс, может быть, какие-то атлетические упражнения. Да, вот, кстати, там степы всякие, там аэробика классно подходит, когда вот через реакцию тела, да, как пружина выстреливает, так у вас энергетика будет выстреливать. Вам нужно это, вам нужно эту энергетику выпускать. Должна быть полезная дозировка. А у вас получается передоз по той энергии, которая в вас находится. Вы ее очень много вырабатываете. Постарайтесь вот задание первое выполнить. А дальше вы поймете, что вам становится легче. Когда вы людям говорите в лицо, когда вы людям говорите то, что думаете. Когда вы себя не сдерживаете, я понимаю, что это сложно. Вы у меня очень хорошо воспитанные девочки, женщины, и вам тяжело выражать свои мысли. Возможно, вы даже матом не ругаетесь. Поверьте, очень хорошо помогает. Очень хорошо помогает. Так, я вам сказала, что делать, да, попробуйте. Вы начнете раскрываться. Вам будет, понимаете, легко будет, энергия начнет циркулировать, долетать куда надо, ну и все будет решаться. Вот вышел мужик у меня, и две женщины его делят. Смотрите, вы, конечно, слабее выглядите, чем эта соперница. Видите сами, да, по образу. А вы у меня как раненая птичка идете. Вот видите, птичка, у нее крылышко подогнуто. Это вы раненая птичка. Вот та обида, которую вам причинили, нанесли, она невысказанной осталась. Абсолютно невысказанная. Но если бы вы пошли этого мужика обматюкали, там, сковородкой бы его, там, не знаю, по попке шлепнули, женщину бы эту обматюкали, соперницу, вам бы было легче. И крылышки бы у вас не сломались, мои хорошие. Высказаться надо было. А если бы вы еще за патлы потаскали, да, вот вообще бы было классно. Выпустили весь пар, и все, и не было бы у вас этой боли, не было бы у вас этой сердечной пустоты, и здоровье, девочки, вы же губите свое здоровье вот таким отношением. Она, смотрите, какая хитро сделанная. Вы видите, что она его на крючок цепляет? Вот это она, и вот видите, от нее вот это вот крючок идет, да, иголочка сладенькая, на которую она его подцепляет. Здесь 100% дело нечисто, девочки. Соблазнился он не на ее прелести. Соблазнился он, скорее всего, девочки, на магию. На магию, либо на какую-то эмоциональную таблетку. То есть, знаете, если вы нормальная, адекватная женщина, да, вы мужчине говорите, там, надо то, надо сё, там, что ты не работаешь, что ты там ничего не делаешь, там, с детьми, со мной и прочее. А она, понимаете, вот прилипла к нему такой ласковой лисичкой. Ой, ты у меня самый хороший, ты у меня самый сильный, боже, какая у тебя пися, боже мой, мечта всех. Понимаете, вот эта эмоциональная слабость, она, конечно же, наигранная, но он этого не понимает. Поймет, конечно, тут вопросов нет. Он поймет, когда она его как, знаете, высосет, как пиявка, вот всю кровь с него высосет, все, что у него есть, вот прям выжмет его напрочь. Он тогда все поймет и поковыляет к вам. А куда ему идти? Конечно же, к вам. Вот, но сам момент, да, понимаете? Значит, смотрите, по поводу бумеранга. Ну, ей, во-первых, прилетит это 100%. Вот, видите, она у меня тут лежит, и вот этот бумеранг ей в голову бьет. Ну, тут как бы без вариантов, да, тут высшие силы за вас порвут любого
на мелкие кусочки. Тут даже я не сомневаюсь. Вы вообще, кстати, женщина опасная. Вас нельзя обижать. В принципе нельзя. Даже если вы и не обиделись на какой-то поступок, то высшие силы за вас обижаются, и этих людей, ну, кого-то больше, кого-то меньше, но наказывают. И если вы вспомните, что было вот там у вас за спиной, как там, кто вас обижал, и что потом в будущем происходило с этими людьми, вы поймете, о чем я говорю. Кого-то больше, кого-то меньше, но каждому бумеранг долетел. Что касается этой соперницы, сейчас она что, на высоте, да? А что будет дальше? Ну, видите, да, даже по соотношению времени. Этот рисунок и этот. То есть здесь у нас проходит пласт времени, но у кого-то отыграется месяц, у кого-то отыграется 3, понимаете? У кого-то, кстати, и 6 может отыграться. Вот. Тут время, оно не важно. Важно то, что ее, вот она лежит, бумеранг, вот он, в голову ей летит, он ее настигнет. И это бумеранг от высших сил в голову летит. Тут еще один бумеранг. Вот прям в грудину бьет, а это ваш. А это уже вы разозлитесь, и вы уже действительно и сделаете, и пожелаете. Если мне кто-то из вас сейчас начнет писать, что ой, ну как же, мы же христиане, ну нельзя же этого делать, ой-ой-ой-ой, не желает, это грех и прочее, значит так, я вас всех отправляю читать Библию. В частности, Ветхий Завет. А еще почитайте псалмы Давида. Ну, поверьте, вас ждут невероятные открытия. И кругозор ваш должен поменяться. Вот рекомендую к прочтению Псалом 93 и 108. Вы просто обалдеете, что там написано. Но вы же не будете спорить, что царь Давид не угоден Богу. Все эти псалмы читают в храмах. Все это нормально. Бог дал нам инструменты, чтобы защищаться от тех, кто несправедлив с нами, кто делает зло нам. Это нормально. Да, если вы обычному человеку там каких-то гадостей желаете, но не сработает, либо у вас это сработает. Но если вы по справедливости поступаете, поверьте, это самое сильное, что можно найти. Справедливость, справедливый суд, да, который вы призываете псалмами, молитвами, своими мыслями, обращаясь к Всевышнему, он самый сильный. И поверьте, он самый страшный. Справедливое проклятие снять невозможно. Оно очень жестоко действует. Действует даже без вопроса. Просто прочитайте эти псалмы и будете понимать. Я не буду вам рекомендовать читать конкретно в данном случае, потому что вижу, что только лишь на своей энергетике, если вы себе позволите, да, не изнутри себя травить, выжигать, а направить ее на тех, кто вам гадости делает, ну поверьте, вот смотрите, самый мощный бумеранг, он, кстати, от вас и прилетит. И вот этот знак Луны, он говорит о том, что сила у вас есть. И сила конкретная, мощная сила, мои хорошие. Кстати, что по жизни вас обижали, ну так это ж учителя ваши были. Каждый приходил, чтобы вас раскрыть. А вы все, не откроюсь. Страдали, мучались. Эти люди, не обижайтесь на них, они были ваши кармические учителя. Они были триггерами, раздражителями, чтобы вас растормошить, чтобы вы наконец-таки стали той, кем вы рождены. И пользовались теми дарами, которые в вас положены. Поэтому, мои хорошие, вытирайте слезы, разрешите себе быть свободной. Не страдающей Мадонной, а свободной. Понимаете? Вот эти крылышки ваши, они полечатся. Вы будете еще летать, будете парить в небесах. Все будет, мои хорошие. Смотрите, какая огромная вы чаша. Внутри вас эта чаша переполняется. Делитесь своей энергетикой. Делитесь своими хорошими, позитивными эмоциями. И также не держите в себе негативных эмоций. Направляйте их на тех, кто вас раздражает. Поверьте, это нормально, это нормально. Хуже, когда внутри вас перегорает. Про эту соперницу не переживайте. Вон, видите, уже валяется. Лапки откинула. Все будет. И от вас прилетит, и от высших сил прилетит. Кстати, у вас очень сильный вот ангел-хранитель выходит. Либо дух вашего рода, у кого как отыграется. Сила вообще, мощь идет. И он прям за вами стоит, слезы льет. Говорит, Боже, ну такая талантливая, такая сильная. Ну вот
закрылось и все, запечаталось. Все, я в домике. Ну что ж ты делаешь, да? Раскройся, раскройся. Кстати, у вашей энергетика, она, понимаете, как вы вот что кому скажете, оно сбывается. Кому что пожелаете, тут и то и получит. Вот есть за вами такое. Пусть не всегда, пусть не всем, но вот кого вы чувствуете, у вас всегда это исполняется. Девчонки, все, вытирайте слезы, начинайте новую жизнь. Я вам рекомендации дала, попробуйте, это совершенно несложно. И не думайте, что это все ерунда, ну типа не надо. Попробуйте, просто попробуйте. За спрос не бьют в нос, понимаете? Просто попробуйте. Говорить то, что вы думаете, то, что вы чувствуете. Не сдерживать себя. Хочется материться, материтесь. Хочется кому-нибудь леща запустить. Ну так запустите этого леща. Ну вы же адекватный человек. Вы же не будете на кого-то просто так с кулаками бросаться. Нет. А только когда обижают. А нет, даже не так. Это не только когда обижают, когда уже вас доводят до последней степени. И то вы себя сдерживаете и думаете, ну нет, ну я же приличная женщина, что нет, так нельзя, так не годится. Не годится то, как вы живете. Не годится тратить свои способности, просто их прожигать внутри себя. Это плохо и плохо для вашего здоровья. У вас такая интересная жизнь впереди, очень интересная. Вы еще вот с этим мужиком не до конца не разобрались. Разбираться будете. Еще будете его от себя санной тряпкой отгонять, а он будет прям в форточку лезть. В форточку либо в трубу, да, только впусти меня на порог, только прости меня. Будет, девочки, будет, все еще будет. И, кстати, сразу хочу предупредить, у вас и мужчина новый идет, очень, кстати, спокойный, уравновешенный. Знаете, вот похож на медвежонка, да, который вот прям мощь, спокойствие. Вот такой мужчина к вам идет. Из вас бы, девчонки, очень классный преподаватель, либо дрессировщик получился бы. Вот если бы вы выбрали этот путь. А может быть, кто-то из вас стал преподавателем. Вот это ваша дорога. Учить, обучать, давать эту энергетику. Давать. Не в себе топить, да, а давать. Поверьте, чем больше вы энергетики отдаете, тем вам лучше. У вас какой-то прям генератор бесконечный, который вырабатывает очень сильную, мощную энергетику. Ищите ей применение. Вам важно работать с людьми и среди людей. Вот там как будто бы ваше место. Найдите себе такое занятие по душе. И, девчонки, делитесь этой энергетикой, она у вас никогда не закончится, не переживайте. Вам тут не страшны там всякие вампиры и прочее. Нет. Наоборот, иногда надо завести себе ручного вампира, что энергетики у вас очень много. Бойтесь застоя вашей энергетики. По крайней мере, девочки, вот тоже еще один совет, старайтесь побольше ходить, гулять, ходить пешком, полите эту энергетику. Нет у вас возможности, ну, купите себе скакалку. Слушайте, вообще совершенно недорого. Очень классная штука, ну просто идеально, да, и потихонечку прыгайте. Прыгайте на скакалке. Кто сейчас мне напишет, что ой, у меня там такой-то возраст. Есть много способов прыгать на скакалке в любом возрасте. Если проблемы с сосудами ногами, все равно ходить надо. Тогда просто ходите. Ходите по кругу дома, ходите. На стуле можно ходить. Куча есть специальных тренеров, да, и на том же Ютубе бесплатно рассказывают, показывают, и доктора рассказывают. Занимайтесь собой, избегайте застоя своей мощной энергетики. А лучше больше общайтесь с людьми, выходите на улицу, больше общайтесь с людьми, и все у вас будет замечательно. Про соперницу, ну, девочки, ну вот картина маслом, все, уже показали. Прилетит, долетит, и за все, понимаете, с нее спросят, за все. По каждому пункту рассчитается, так что не переживайте. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.